Китайские власти арестовали Нура Кари из города Артуш, в течение 20 лет выполнявшего обязанности имама хатыба в мечети Бостан. По сообщениям Туркестан Пресс, 65-летний имам из поселка Якобаг, проходивший лечение в поселковой больнице, был задержан 17 августа в 2017 году. Стало известно, что сначала пожилого имама забрали в полицейский участок, после чего приговорили к 20 годам тюремного заключения. Считается, что причиной ареста стали проповеди и наставления, которые имам читал прихожанам мечети. Молодежная ассоциация «Анадолу» провела в стамбульском районе Башакшехир мероприятие, посвященное Восточному Туркестану. Генеральный секретарь фонда «Восточный Туркестан» Абдулла Огуз осветил положение мусульман уйгурского региона и беззаконие коммунистической партии Китая. В программу были включены показ документального фильма и декламация стихов. Количество смертей от нового типа коронавируса достигло 259. Официально в Китае было зафиксировано 12 тысяч случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в любой момент все страны мира должны быть готовы к борьбе с эпидемией. Государства ведут работы по эвакуации своих граждан. В аэропорт Франкфурта прибыл военный самолет с гражданами Германии, эвакуированными из китайской провинции Хубэй. Кроме этого, самолет военно-воздушных сил Турции совершил посадку в военном аэропорту Этимизгут, расположенном в Анкаре. Кроме персонала, на борту самолета находилось 42 человека, 32 из которых граждане Турции. Часть пассажиров госпитализировали в больницу имени доктора Зекаи Тахира Бурака. Из провинции Хубэй, ставшей очагом опасного вируса, были эвакуированы и 71 студент из Иордании. Помимо Китая и Тайваня, новый вирус был зафиксирован в 23 странах. Арабская лига заявила о неприемлемости мирного плана, предложенного Трампом. Во время заключительной сессии заседания Арабской лиги, прошедшей в Каире по инициативе Палестины, было объявлено, что вместо установления мира и стабильности, ради которых ведутся переговоры последние 30 лет, так называемое соглашение века, предложенное президентом США, приведет регион к еще большим конфликтам и нарушению законных прав палестинцев. Лидеры арабских государств подчеркнули, что план Дональда Трампа, содержащий главы, посвященные Иерусалиму, Голландскому плато, незаконным еврейским поселениям и палестинским беженцам, противоречит международному праву. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Аппарат президента Казахстана сообщил, что наряду с двусторонними отношениями и укреплением стратегического сотрудничества во время встречи были рассмотрены вопросы водных ресурсов Урала и пограничных участков. Мишустин подчеркнул, что Россию с Казахстаном связывают динамично развивающиеся дружеские и стратегические отношения. Кроме этого, Мишустин пригласил Токаева на парад Победы, который состоится 9 мая. Компания Apple объявила о закрытии своих филиалов на территории Китая в связи с эпидемией коронавируса. Магазины компании будут закрыты до 9 февраля. Компания Starbucks также временно закрыла около 2000 магазинов и пересмотрела график работы в оставшихся открытыми точках по продаже кофе.